В Якутску за попытку изнасилования 9-летнего мальчика суд приговорил рецидивиста Игоря Матиенко к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Педофил уже имел непогашенную судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Кроме того, Матиенко был неоднократно судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Заметив среди детей 9-летнего мальчика, преступник схватил ребенка и отвел его в расположенный неподалеку лесной массив, где попытался совершить насильственные сексуальные действия. Однако малыш, оказав педофилу сопротивление, вырвался и убежал. Признался о совершенном преступлении. Как мы знаем, путем экспертизы, говорят, установлено, экспертиза дала положительный результат. 2 июня 2012 года мужчина, будучи изрядно навеселе, наблюдал за детьми, играющими во дворе одного из домов по улице Бабушкина коррекционной школы-интерната, совершившие насильственные сексуальные действия в отношении ровесника, воспитанного этого учреждения. В Якутске задержан еще один педофил, который совершал Нам очень тяжело с ней. Нам очень тяжело, потому что сейчас внушать ей, что этих дядей нету. Я ей сказала, что мы их убили, закопали в землю. И сегодня утром она мне опять говорит, а Ваня будет опять со мной это делать. Как у нас говорит министр МВД, интервью давал, это алкоголический психоз. Значит, при алкоголическом психозе это может делать любой и каждый, независимо от того, сколько ребенку лет. Это нормально вообще? У нас есть министр МВД, который вот это вот все выложил, такое интервью. А что вы так мне головой мотаете? Вы идите сюда, пусть народ на вас путали. В 4-м отделении мы не вызывали в ту квартиру, где живет Пилипенко, а мы вызывали в 4-ю квартиру по Байкалова 25. Я хочу дать слово министру МВД. Пусть он ответит про алкоголичество. Я объяснил вам свою позицию и личную, и как руководителя нашего МВД. Я, помимо того, что руководитель МВД, я еще отец, я еще дедушка, и я прекрасно осознаю, и не менее вас, я переживаю то, что случилось, и не только... Уважаемые участники митинга. Уважаемые участники митинга. Вы не судья? Я не подсудимый еще, понятно? Ну, слава Богу. Дай Бог, чтоб не подсудили. Уважаемые участники митинга, давайте уважать друг друга. Начальники милиции убегают и до сих пор не могут... Я кому? Вам ответил? Давайте уважать друг друга, и слово предоставляется руководителю Следственного управления Следственного комитета по Республике Саха-Якутия Олегу Александровичу Мизрину. Нет. Нет. Добрый день. Я с ним беседовал, я его пригласил к себе в кабинет. Где Адам? Подойдите сюда. Хорошо, подождите, у нас будет человек... Вы задавайте эти вопросы господину Адаму, не мне. Давайте с господином Адамом, кто это? Интервью было такое? Давали интервью? Не запись. Я не давал Адамову интервью, потому что я знаю, кто такой Адамов. Вот он все стоит. Человек говорит, что давал интервью. Это разные вещи, вы понимаете? Я пригласил его к себе. В плане того, что это не клинические педофилы имеется, это алкоголизация общества. Мы с ним разговаривали, двусторонний разговор был. Вы поняли правильно? Проблема педофилии в республике это не клинические педофилы, это алкоголики. Поэтому я прошу Вы хотите сказать? По сути, да. А двух девочек что, в подъезде одного Алкоголики, Виктор Васильевич, он это имел в виду. Хорошо. А Виктор Васильевич в виду, когда сказал, что придет время и разберется с интернет-пользователями. Ну, есть люди, которые официально это дело разжигают. Вот подождите, можно подумать, что разжигаю я, уже 50. Если что, я могу выложить в интернет полную запись нашей беседы. Выложите, пожалуйста. У меня на телефоне. Всю необходимую изъята одежда, назначены судебно-медицинские, судебно-генетические экспертизы на предмет того, чтобы установить, причастны эти двое или не причастны. А то, что они там находились, и все это видели, это свидетели, и все это не соучастники. В настоящее время по следствию установлено, подтверждено показания.